Мендут, дорогие друзья, теперь все мы знаем, как нужно приветствовать друг друга, и поэтому еще раз мендут. Прежде чем мы начнем изучать калмыцкий язык, я немного расскажу о морфологической классификации всех языков мира. Я думаю, эта тема будет интересна и достаточно полезна для того, чтобы в будущем вы знали, каким образом делятся все языки нашей планеты на разные группы. Итак, эта классификация называется морфологическая классификация языков или классификация, которая разбирает все эти языки или разделяет все эти языки на 4 больших группы. Первая группа называется изолирующие или аморфные, то есть языки, которые не имеют четких каких-то границ. Это языки, например, такие как китайский язык, такие как тибетский язык, бирманский язык и так далее. Изолирующие языки — это те языки, где слова образуются посредством присоединения разных основ друг к другу. Например, длина и короткий и длинный будет обозначать слово длина. Или, например, деньги и довольствие будет обозначать слово зарплата. Это, еще раз повторюсь, китайский язык, тибетский язык, бирманский язык, ну и ряд других языков. Флективные языки происходят от слова флексио или склеивать. То есть флективные языки — это те языки, которые образуются посредством флексий. Это приставки, корни и суффиксы. Например, такие языки, как английский язык, французский язык, немецкий язык, русский язык, санскрит, хинди и все другие языки индоевропейской группы практически все являются флективными. Третья классификация — это инкорпорирующие языки. Инкорпорирующие, то есть значит то есть что-то встраивается. Это языки таких народов, как, например, чукчи, коряки. Это языки такие, как языки индейцев Северной Америки. Ну, так как я с ними хорошо не знаком, поэтому приводить пример этого не буду. И самая последняя группа языков — это агглютинативные, от латинского слова agglutинатio или склеивать. Агглютинативные языки — это огромное количество языков. Это тюркские языки, все монгольские языки, тунгусо-маньчжурские языки или языки алтайской языковой макросемьи. И также к ним относятся еще и финский язык, например, в Европе, венгерский язык в Европе, а также многие другие языки, например, урду, телугу и другие, это в Индии, например. Как они образовываются, то есть о чем говорит эта морфологическая классификация? Как образовываются слова в этих языках? Вот возьмем, к примеру, русский язык, язык, на котором мы сейчас говорим с вами, на котором вы понимаете речь, которую говорю сейчас я. Русский язык образуется посредством флексий или приставок и суффиксов. Вот возьмем такое слово. Подберезовик. Подберезовик — это гриб. Так вот, приставка его, под, это будет флексия. Берез — это корень его. Ов — это суффикс. Ну, иногда еще говорят, что и о, и в суффикс. И ик — это тоже суффикс. То есть так образуются слова в русском языке посредством флексий. Флексиями называются у нас приставки и суффиксы. А вот что касается агглютинативных языков, то они образовываются очень интересно. Примерно это можно сравнить с паровозом или поездом. Вот давайте себе нарисуем сейчас вот такой вот схематический паровоз с несколькими вагонами. У меня доски не хватает, поэтому я немного перенесу эти вагоны вниз. А вы можете это все запомнить просто по памяти. Итак, давайте разберем, как же образуются слова в калмыцком языке. Вот основа слова будет «көдле». «Көдле» — это еще и повелительное наклонение. «Работай». «Работай». «Көдле». Вот здесь нужно будет поставить обязательно вот эти вот наши неясные гласные. «Көдле» — это «работай». И вот давайте мы сейчас сюда дорисуем колеса к нашему паровозу и крышу. «Көдле» — это «работай». Если мы добавим к этому слову суффикс, вот он будет, первый вагончик. «Көдлемыш» — это будет уже «работа». Здесь я тоже отмечу неясные гласные, но это запоминать в принципе не надо. Это просто для того, чтобы вы понимали, что языков существует огромное количество в этом мире.
Көдлемыш — это уже работа. Көдлемыш. Теперь добавим к этому еще один суффикс. Этот суффикс будет у нас называться суффиксом, создающим из разных слов существительный. Көдлемышчы, то есть работник уже. Вы видите, да? Основа слова была, к ней прибавили один суффикс, получилось слово работа. Основа была көдлеработай, мы к нему добавили суффикс мыш, и получилось көдлемыш, то есть работа. Теперь мы добавили к нему еще один суффикс ч, и получилось көдлемышчы, работник. Теперь давайте сделаем это во множественном числе. Сколько работников у нас? Много. Давайте сделаем это множественным числом. Көдлемышчныр. Көдлемышчныр, вот здесь тоже есть неясный звук, но это, в принципе, запоминать не надо. Итак, көдлемышчныр — это уже будет работники. Представляете себе, как будто бы паровоз тянет за собой кучу вагонов, и таким образом образовываются слова. Көдлемышчныр — это работники. Еще раз. Көдлемышчныр. Көдлемышчныр. Көдлемышчныр — это работники уже. Теперь добавим сюда суффикс еще дательно-местного падежа. Көдлемышчныр т. Это будет работникам уже. Вот здесь, наверное, нужно будет еще соединение сделать, потому что это просто разрыв из-за того, что мне не хватает доски. Көдлемышчныр т. Это уже работникам. И если мы сюда добавим еще один последний суффикс, көдлемышчныр тен. Почему n? Потому что мы помним с вами уже из первого занятия наши правила сингармонизма. То есть если здесь у нас стоит эмы-экшик или мягкая, и здесь, соответственно, в каких-то падежах везде будут стоять мягкие гласные. То есть көдлемышчныр тен, своим работникам. Вот так уже получается это. И вот таким вот образом образуются практически все слова в калмыцком языке. Это очень легко запомнить. И вообще говоря, лингвисты считают, что 500-600 слов, около 40 правил и в калмыцком языке, в частности, около 80 суффиксов, 60 даже суффиксов будет достаточно для того, чтобы говорить и понимать родную речь. Теперь мы знаем, как образовываются эти слова. Еще раз повторю. Основа слова — это сам наш паровоз, который тянет все эти вагоны. А вагонами будут называться суффиксы, которые образовывают из основы слова различные другие слова и их склонение, спряжение и так далее. Поэтому смотрите еще раз. Көделе — это работай, көделемыш — это работа, көделемышчы — это уже работник, көделемышчныр — это работники, көделемышчнырт — это работникам, көделемышчныртен — это своим работникам. Все эти суффиксы на протяжении наших занятий мы обязательно будем изучать. Но сейчас это нужно просто запомнить, потому что в будущем нам придется какие-то слова склонять, спрягать, делать из них предложения, подстраивать их так, чтобы они были логически связаны друг с другом. А поэтому нужно запомнить примерно, как образовывается это. Это достаточно просто, это настолько просто, что, наверное, гораздо сложнее выучить китайский язык или корейский язык сейчас. Но, тем не менее, наш родной язык на самом деле не настолько сложный. Бояться его не надо. Не надо бояться того, что какие-то есть сложности. Потому что все, что мы сейчас здесь говорили, мы будем обязательно на наших уроках ежечасно обсуждать и вспоминать и так далее. Поэтому нужно запомнить, что вот в русском языке это образуется посредством приставок и суффиксов. В калмыцком языке есть только суффиксы. Даже запоминать это слово не надо, просто надо запомнить, что слово образовывается именно таким образом. Любое слово калмыцкого языка будет образовываться по вот этой вот системе, где основа будет основным паровозом, а все остальное будет нашими вагонами. В калмыцком языке, как и во многих других языках алтайской языковой макросемьи, насчитывается 9 падежей по сравнению с 6 падежами русского языка, которые мы уже автоматически по привычке произносим и не замечаем совершенно, как они произносятся. Кажется, что 9 падежей выучить — это вообще что-то невероятное, очень сложное.
Может быть, это отчасти и сложно, но мы постараемся на наших занятиях дать эти 9 падежей настолько просто, настолько понятно, настолько с очень такими подробными объяснениями каждого из этих падежей, что, я думаю, вам это труда не составит. Если сравнить, например, 9 падежей в калмыцком языке с финским, в котором 15 целых падежей, или с аварским, в котором более 20 падежей. И ведь эти оба языка живые, на них говорят, на них пишут книги, на них создают какие-то передачи и все остальное. Поэтому здесь сложности, я думаю, быть не должно. На самом деле, когда мы учим разные другие языки, корейский, китайский и все остальное, в китайском, например, вообще падежей нет, в английском всего 2 падежа и так далее. Но наши 9 падежей покажут всю красоту калмыцкого языка, настолько филигранную, прекрасную, поэтому мы будем изучать эти падежи. Однако мы их будем изучать не так, как это делают в школе, когда просто заставляют зазубривать эти падежи, а объяснять их. И не по школьной системе, где начинается с именительного, родительного и так далее, а мы будем это объяснять с простого к сложному. Совместный падеж — это самый простой падеж калмыцкого языка. Мы начнем свое обучение с него, потому что он очень прост для понимания и имеет значение, точнее переводится на русский язык как с чем-то или с кем-то. Итак, давайте сейчас разберем, как раз вспомним все те слова, которые мы прошли на нашем первом занятии, и сразу же их трансформируем, изменим в совместный падеж, который будет переводиться с кем-то или с чем-то. Итак, наше первое слово «авык», мы помним его уже. «Авык», «авык» — это высокомерие. Совместный падеж образуется посредством двух суффиксов. Суффикса «та» и суффикса «те». Суффикс «та» будет присоединяться к тем словам, которые, как мы уже помним из первого занятия нашего, согласно правилам сингармонизма, к словам, в которых есть ир-экшик или мужские гласные. И таким образом получится «авык», «та», то есть с высокомерием или высокомерный. «Авык», «та», «авык такюн», например, высокомерный человек. «Ав», «та», «авта», то есть с дедушкой. «Ав-та», «ав-та», «авта», то есть с дедушкой. Посмотрите, как это на самом деле просто. «Авык-та», «авык-та» — это значит высокомерный, то есть владеющий или обладающий высокомерием, с высокомерием находящийся. «Авта» — это значит с дедушкой. «Оср», как мы помним, это шнурок. «Оср» — это шнурок. «Оср» — это шнурок. «Осрта» — это значит со шнурком или шнурованный. «Эр» — это рассвет или утро раннее. «Эрте» — это значит с рассветом. Так, конечно, редко очень говорят, но тем не менее это можно в качестве примера приводить, потому что мы знаем это слово. И следующее слово «эрет». «Эрет». «Эрет» — айрат. «Эрте» будет с айратом. «Ул» я точно так же, как и в прежнем нашем занятии, отмечаю все неясные гласные для того, чтобы вы понимали и правильно произносили их. «Ул», «ул», вот здесь после буквы «Л» есть неясный звук. «Улта», то есть гористый, с горой, гористый, то есть то, где есть место, где есть горы. «Үд» — это обед. «Үдте» — это с обедом. «Үд» — обед, «үдте» — с обедом. «Үд» — обед, «үдте» — с обедом. «Ичр» — это совесть. «Ичрте» значит с совестью или совестливый. Человек совестливый, говорят, вот «ичрте кюн», он очень совестливый человек. Поэтому «авыкта», «авта», «осырта», «өрте», «өртте», «улта», «үдте» и «чирте». Мы все помним эти слова, я надеюсь, что вы выучили их с прошлого нашего занятия. Достаточно длительный период прошел, вы должны были уже запомнить все эти слова. А теперь разберем те слова, которые оканчиваются на букву «Н». Это такие слова, как «эмен» — жизнь, «оден» — звезда, «үден» — дверь,
берн – помещение, усн – вода. Итак, когда мы будем присоединять к этим словам суффиксы «тя» или «та», мы обязательно букву «н» должны убрать. Не «мнт», а «мт» будет, то есть с жизнью или жизненный, «мт» с жизнью или жизненный, «мт», «берн», «берте» будет без буквы «н». Мы все вот эти буквы «н» должны будем убрать. Берте с помещением, со зданием, с местом, где мы находимся. Например, радиобомба берте, то есть имеющая свое собственное помещение или здание. Оден – звезда. Одта будет, потому что букву «н» мы тоже убираем отсюда. Одта со звездой или звездной. Оттакюн, у него есть звезда, может быть орден, может быть погоны и так далее. Одта – это со звездой. Уста – это значит водный или водяной, или то есть то, что с водой. Вот весь этот падеж будет переводиться на русский язык как либо с, либо прилагательным, связанным с этим. И ÜТ, то есть с дверью. ÜДТ, ÜДТ, то есть с дверью. ÜТ. Давайте еще раз повторим все эти слова и произнесем их следом за мной. Авкта, авта, осрта, ürte, ürtte, улта, üdte, içirte, emte, отта, üdte, берте, уста. Как вы заметили, все вот эти вот слова, которые имеют ир, экшик у себя или мужские гласные, к ним присоединяется, следовательно, вот этот вот суффикс та, потому что, согласно правилам сингармонизма, если в слове есть ир, экшик или мужская гласная, то в суффиксе тоже должна быть эта же мужская гласная. Авкта, авта, осрта. Все будут они с буквой А. Ну, и это даже и произносить гораздо легче. Улта и так далее. Отта, уста и далее. Что касается экшик или женских гласных, то здесь мы видим совершенно другую основу. Буква у нас мягкая, поэтому те будет уже мягче, это должно произноситься. Это у нас утро, рассвет, те с рассветом. Üd – это у нас обед, üdte будет, потому что здесь у нас мягкая эмэкшик, и, соответственно, здесь тоже должна быть мягкая. И чрте будет тоже, потому что здесь буква И расценивается как мягкая. Это в тодобичик она расценивается как сармык или бесполая такая буква. То в современном калмыцком буква И, она мягкая. То же самое и далее. Эмн мы видим здесь, это эмэкшик, соответственно, суффикс, который будет присоединяться, будет суффиксом те, мт, жизненный или с жизнью, обладающий жизнью. Одн мы уже проходили с вами, üd, это дверь, üdte будет здесь мягкая, соответственно, здесь тоже будет мягкая. То же самое со словом берн, берте будет здесь тоже будет мягкое. Вот это правило сингармонизма, я не случайно говорил, что его нужно запомнить. Иры-экшик сочетается только с иры-экшик, эмы-экшик сочетается только с эмы-экшик. Поэтому авкта, авта, осрта, ürte, ürдте, улта, üdte, içirte, emte, odta, üdte, берте, уста. Вот так образовывается совместный падеж. Совместный значит с чем-то или с кем-то, что-то и обладающее чем-то или кем-то. И так вот, авкта это значит у нас высокомерный, а авта это значит либо с высокомерием, а авта это значит с дедушкой или с отцом. Оср это шнурок, а осрта это будет шнурок со шнурком или шнурованный какой-то. Это утро у нас рассвет, ürte это будет с рассветом, ürт это айрат, ürte это значит с айратом, ул это гора, улта это значит с горой, гористый, горный,
Үд – это обед, үдте – это значит с обедом. Ичир-те – это значит ичир – это совесть, ичир-те – это будет совестливый или с совестью, обладающий совестью. Эмн – это жизнь, эмте – это значит живой с жизнью, одн – это звезда, одта – это значит со звездой или звездной, үдн – это дверь, үдте – это будет с дверью. Берн – это помещение, здание, берте – это значит с помещением или зданием. Усн – это вода, уста – это значит с водой или водный, водянистый, какой-то вот такой. Кстати, у нас есть такое слово уста üzüm. Давайте мы запишем его, и я расскажу историю про него. Уста üzüm по-калмыцки это виноград. Усын здесь вода, üzüm это то, что мы сегодня называем изюмом. Как образовалось это слово? Почему именно так мы называем сегодня виноград в калмыцком языке? Уста üzüm это виноград. Усын здесь вода, а уста значит с водой. Üzüm это изюм. Когда калмыки впервые познакомились с этим словом, они и вообще увидели, что такое изюм, они были кочевниками и выращивать виноградники не могли. А потому они получали виноград из Персии, из Китая уже в засушенном виде, и впервые они узнали это слово в виде уже засушенного винограда или изюма, поэтому он назывался üzüm. Но когда они увидели, что же такое действительно настоящий виноград, они подумали, а как же его назвать? И назвали его уста üzüm, то есть виноград, изюм с водой. Изюм с водой. То есть впервые мы познакомились сначала со словом üzüm или изюм, а потом уже со словом виноград, собственно, и так его и назвали. Изюм с водой. Вот такая вот интересная есть история. Друзья мои, мы изучили еще несколько слов на прошлом занятии, и давайте повторим также и их. Солонгы. Солонгы. Солонгы – это радуга. Солонгта – это будет с радугой или радужный. Джиргл – это счастье. Джирглте – это значит будет с счастьем или счастливый. Джирг. Г-т – это будет с голубем. Как мы заметили, еще раз повторюсь, все слова, оканчивающиеся на букву «н», при склонении в падежах теряют свою букву «н», поэтому к, г, дж, г, т будет с голубем. Савынг. Савынг – это мыло. Савынгта – это значит с мылом или мыльный. Гаха – это свинья, как мы помним из первого нашего занятия. Буква «г» в слове «гаха» читается как буква «г» в первой позиции. Поэтому «гахата» — это значит «с свиньей». Или есть такой еще поселок в Астраханской области, Гахата называется он. Или в тургутском диалекте Гахата, они мягко произносят очень, ну, это некий фонетический процесс, давно произошедший в калмыцком языке. В классическом калмыцком языке это будет читаться как Гахата, то есть место, где жили раньше дикие свиньи. Или свиное, можно сказать, или что-то связанное со свиньей. Итак, мы повторили все слова, которые мы изучали на прошлом занятии, а теперь добавим к этому еще несколько слов, новых слов, которые нам пригодятся в конце этого урока для того, чтобы очень четко и хорошо понять тему. Итак, первое слово — это слово «керык». «Керык» мы здесь видим неясный звук, неясный гласный. «Керык». Повторяйте за мной. «Керык». «Керык». Вы, наверное, заметили, что последняя буква «г» произносится как «к». Это тоже долгий фонетический процесс, который происходил в калмыцком языке. Позже, если мы будем записывать уроки, касающиеся тодубичик, то там это все будет очень четко и ясно объяснено. Керык. Керык — это дело, которое еще не сделано, либо дело, которое начато уже, но еще не завершено. Керык — это дело, еще раз повторюсь, которое либо еще не начато, либо уже начато, но еще не завершено. Керык. Керык. После буквы «р» есть неясный звук. Керык. Второе слово — это слово «йосн».
обычай, традиция, закон, власть, то есть что-то, чему должны подчиняться абсолютно все. Йосн, вот здесь тоже есть неясный звук. Йосн, обычай, традиция, закон, власть, то есть то, чему должны подчиняться все. Йосн, 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 повторяйте это за мной. И последнее слово — это слово зёв. Не зёвэ нужно произносить, а именно зёв. Тут неясных гласных нет, и поэтому мы его произносим так, как видим. Зёв, зёв, зёв. Еще раз повторим эти слова. Керек, 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 йосн, 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 зёв, зёв, зёв. Керек — это дело еще не сделанное, либо начатое, но еще не завершенное. Йосн — это закон, обычай, традиция, порядок, то есть то, чему нужно подчиняться. А зёв — это правильно, верно, или, ну, возможно, допустимо и так далее. Но основные значения — это зёв — это правильно или верно. Итак, давайте теперь образуем от этих слов путем присоединения вот этих вот суффиксов такие вот слова. Кирк-тэ. Кирк-тэ на калмыцком языке будет значить нужно, необходимо. Йосн, как мы помним, буква Н здесь при присоединении к падежу она должна выпасть, пропасть. Йос-та будет. Йос-та — это значит обязан, должен, просто очень-очень необходим. Это как в английском, наверное, глагол must. И зёв — это значит правильно, верно, и здесь будет тогда присоединяться в соответствии с правилами сингармонизма суффикс «тэ». Керек-тэ — это нужно, йоста — это обязан, должен, и зёв-тэ — это было бы, хорошо бы было, если бы это что-то там было сделано. Таким вот образом, давайте сейчас еще раз повторим эти слова. Керек-тэ, йоста, зёв-тэ. Керек-тэ, йоста, зёв-тэ. Керек-тэ, йоста, зёв-тэ. А теперь, основываясь на вот этих вот словах, давайте составим некоторые предложения. Итак, дорогие друзья, я сейчас написал 3 глагола, которые мы выучили на нашем первом занятии. Это глагол «эх» — греть, согреваться. «Угах» — угах — это мыть, стирать, отмывать и так далее. И «сонсх» — это слушать. А теперь давайте из этих знакомых уже нам из первого занятия глаголов сделаем предложение и посмотрим, как они будут менять свои значения, если мы будем присоединять вот эти вот слова. Давайте сейчас это все рассмотрим очень подробно. Здесь я тоже отмечу некоторые неясные гласные. Итак, давайте просмотрим. «Эх» — это греть, согревать что-то, себя, тело, руки там или еще. «Эх керек-тэ». «Эх керек-тэ» — это значит нужно согреть себя, свои руки, ноги или еще что-то. «Эх керек-тэ». «Эх керек-тэ». «Эх керек-тэ». Вот здесь, когда вы произносите слово «керк-тэ», вы не должны говорить «керк-тэ». Вот здесь вот этот вот неясный звук, если вы будете произносить его, то это будет очень хорошо, правильно, и ваш язык будет очень понятен не только нам, калмыкам, но и всем нашим собратьям в Синьцзяне, в Монголии, в Алашане и так далее. Везде, где живут люди, говорящие на одном с нами языке. «Эх керк-тэ» — это значит нужно погреть, просто нужно. А вот «эх йоста» уже будет значить обязан или должен согреть свои руки или ноги, или вообще свое тело. «Эх йоста», «эх йоста», «эх йоста», обязан, должен согреть свои руки. И последний пример. «Эх зёв-тэ», «эх зёв-тэ», «эх зёв-тэ». Это значит хорошо бы, если бы кто-то согрел свои руки, или согрел свои ноги, или согрел свое тело. Хорошо бы.
То же самое будет происходить со словом угах, мыть, отмывать, стирать и так далее. Угах керекте, нужно помыть. Угах керекте, нужно помыть. Угах керекте, нужно помыть. Угах йоста, обязан, должен это сделать, помыть. Угах йоста, обязан, должен помыть. Угах йоста, обязан, должен. Угах зевте, хорошо бы, если бы кто-то помыл что-то, руки, лицо, одежду, пол там или так далее. Угах зевте, угах зевте, угах зевте. И последнее слово, которое мы помним из первого нашего занятия, это слово сонгсх, слушать. Сонгсх керекте, сонгсх керекте, сонгсх керекте. Нужно послушать, просто нужно. Сонгсх йоста будет значить обязан, должен послушать. И сонгсх зевте это хорошо, если он послушает. Он должен, но это долженствование не такое явное, это как пожелание. Хорошо бы, если бы он послушал. Сонгсх зевте, сонгсх зевте, сонгсх зевте. Представьте себе, мы сейчас можем произносить некоторые слова на калмыцком языке. Это на самом деле уже большой прогресс, и все меньше остается у нас расстояния для того, чтобы полностью овладеть простым разговорным калмыцким языком. Вы уже можете составлять целую конструкцию, связанную с этими словами, и знаете, в какое время, когда нужно произносить эти слова с глаголами. «Их керекте» — это нужно согреть. «Угах йоста» — это значит «обязан помыть». Сонгсх зевте. Хорошо бы, если бы он послушал. То есть пожелание такое. Вот такое значение имеют вот эти вот три слова. Друзья мои, когда вы составляете вот такую конструкцию, то глагол или слово, которое обозначает какое-то действие, должно быть всегда вторым после основного глагола. Итак, мы снова давайте представим себе этот паровозик. Главное слово в нашем паровозике, ну, я не буду брать все слова, которые здесь написаны, это слово «эх», то есть то, что нужно сделать. То же самое будет с «угах» и «сонгсх». А к нему в качестве вагона уже присоединяется слово «керекте», «керекте», «йоста» или «зевте». Посмотрите, главное слово, что нужно сделать, будет первым стоять. А уже все остальные слова, которые будут подчеркивать, это нужно сделать, это обязаны сделать, или хорошо бы, если бы это было сделано, будут уже следом. Этот паровозик, привычный нам, уже выученный на этом нашем занятии, он также работает и по отношению к калмыцкому языку, к таким простым предложениям, которые сегодня на уроке мы научились составлять. Друзья мои, для того, чтобы мы сумели хорошие составлять предложения, небольшую информацию уже могли составлять сами, я написал основные глаголы калмыцкого языка, некоторые из основных глаголов калмыцкого языка, которые мы сейчас изучим с вами и запомним. Когда мы запомним эти глаголы, то мы с легкостью сможем составлять самые разные предложения. Итак, первый глагол. Бичх. Бичх. Я отмечаю здесь неясные гласные. Бичх. Бичх значит писать. Бичх. 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 Писать. Умшх. 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 Это читать. Келех. 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 Букву «Л» мы здесь произносим очень мягко. Не келх, а келех. Здесь как будто бы есть такой вот маленький мягкий знак, но при письме он не отмечается, потому что это связано с нашей письменностью тудо-бичик. В разговоре мы произносим его мягко, а в письме пишем так, как есть. Вообще практически все буквы «Л», кроме заимствованных слов калмыцкого языка, будут мягкими у нас. Келех — это говорить.
Халях. Халях. Вот эта буква «э» будет чуть дольше произноситься, чем даже вот эта буква «э». Халях. Ударение как будто бы на нее такое интонационное падает, но на самом деле ударение всегда в калмыцком языке падает только на последний слог. Халях. Вот здесь вот, видите вы, я отмечаю это таким вот кружочком, который у нас уже с первого занятия обозначает неясные гласные. Идх. 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 Идх — это кушать или принимать пищу. Ух. Ух. Ух — это пить, выпивать. Сух. 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 На прошлом занятии мы изучали долгие звуки гласные, поэтому я думаю, что они для вас проблем не составят. Когда мы произносим эти слова, не надо говорить у-ух или су-ух. Надо говорить сух, ух, долго протягивая их, поэтому они икшик, то есть такие мелодичные, протяжные, красивые очень. Сух — это сидеть. Кевтх. Кевтх. Кевтх — это лежать. Кевтх. Йовх. 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 Йовх — это отправляться в дорогу или идти. Гюх. Гюх. Гюх — это бежать, бегать. Авх. Авх. Авх — это брать, принимать что-то. Эгх. Эгх. Эгх — это отдавать. Бог. Бог. Бог — это завязывать. Или связывать что-то, завязывать. Оср, например, шнурок. Осра бог — это будет завязывать шнурок. Тельх. Тельх. Тельх — это развязывать, распутывать что-то. Тельх — это развязывать, распутывать. Итак, это вот основные глаголы, которые мы должны будем знать, выучить их. И существительные к ним, и некоторые наречия. Ця. Ця. Ця — это чай. Ця — чай. Вообще в Тодоби Чек это слово писалось как цай. Или, например, в монгольском языке, во внутренней Монголии, не в современной Монголии, а во внутренней Монголии он так и произносится чай. Хотя, или ча они произносят. Хотя на письме пишут его как цай или чай. Ця — это чай. Хот. 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 Здесь есть неясный звук после буквы Т. Не хот, а хот. Хот — это пища, еда. Üzük. Üzük. Üzük — это буква или буквы. В калмыцком языке мы одну букву, в принципе, никогда не пишем. Вот при записи вот этих вот слов мы сколько букв уже использовали. Поэтому, если слово «üzük» стоит, то мы его переводим по контексту. Либо это одна буква, либо это несколько букв, либо это вообще даже слог. Üzük. Üzük. Üzük — это буква или буквы. Дектр. 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 Вот здесь вот между буквой Т и буквой Р есть неясный звук один. Дектр. Дектр — это книга. Хурдын. Хурдын. Хурдын — это быстро. Ödümük. 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 Прошу прощения, я забыл написать букву Г. Ödümük. Ödümük. Ödümük — это хлеб. И последнее слово — это слово üg. 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 Üg — слово или слова. Друзья мои, я здесь написал слова, которые основные глаголы, которые нам будут необходимы. Мы снова представим паровозик, где действие, которое нужно выполнить, это главное слово, то есть главный наш какой-то вот паровозик этот
И к нему добавляется то, что нам нужно или необходимо, или обязанность какая-то выполнить что-то. И вот бичхы керекте, это значит нужно написать. Умшхы керекте, это значит нужно прочитать. Келихы керекте, нужно сказать. Халяхы керекте, нужно посмотреть. Итхы керекте, нужно съесть. Ухы керекте, нужно выпить. Сухы керекте, нужно сесть. Кевтхы керекте, нужно лечь. Йовхы керекте, нужно пойти. Гюхы керекте, это значит нужно побежать. Авхы керекте, нужно взять. Экхы керекте, нужно отдать. Бохы керекте, нужно завязать. Тельхы керекте, нужно развязать, распутать или отвязать что-то. То же самое будет происходить со словом йоста. Тот же самый паровозик, где главное слово у нас должно быть глаголом, и то, что нужно сделать. Бичхы йоста, обязан написать. Умшхы йоста, обязан прочитать. Келихы йоста, обязан сказать. Халяхы йоста, обязан посмотреть. Итхы йоста, обязан съесть. Ухы йоста, обязан выпить. Сухы йоста, обязан сесть. Кевтхы йоста, обязан лечь. Йовхы йоста, обязан пойти. Гюхы йоста, обязан побежать. Авхы йоста, обязан взять. Экхы йоста, обязан отдать. Бохы йоста, обязан завязать. Тельхы йоста, обязан развязать. Таким же образом слова будут образовываться со словом зевте, где будет хорошо бы или было бы правильно, если бы кто-то написал, прочитал, сказал, посмотрел, съел и так далее. Теперь давайте присоединим к этим словам, к этим конструкциям существительные, где теперь главным словом будет не слово, обозначающее действие, а будет главным словом паровоза нашего существительные или наречия. Вот здесь сейчас мы уже добавляем еще один вагон, и наши слова-глаголы переходят уже в вагон, а главным словом будет являться, например, смотрите, «Үг бичх керекте». Слово нужно записать слово «Үг бичх керекте». Или, например, «Үг умшх керекте». Нужно прочитать. «Үг» — это слово, «умшх» — это прочитать, «керекте» — это нужно. То же самое будет с «келих», например, «үг келих керекте». Нужно сказать какое-то слово, поздравление там или еще что-то. Например, что там «диктр халях керекте». Это значит, нужно посмотреть книгу. То есть мы будем на русский язык переводить задом наперед. Где нужно, мы ставим впереди. Нельзя сказать «керекте диктр халяха». Нет, это неправильно. «Диктр» будет главное слово. Что нам сначала нужно сделать? Потом нужно, что с этим сделать предметом. «Диктр» — это главное слово, которое обозначает какой-то предмет. Например, «умшх» — это глагол уже, то есть слово, обозначающее действие. То есть, значит, книгу нужно прочитать. А вот что нужно сделать? Керекте — это значит нужно это сделать, йоста — это значит обязан это сделать, и зевте — это будет значить хорошо бы, если бы он прочитал, или правильно, что он должен прочесть это. Итак, например, слово «це» возьмем, да? «Це ух йоста». Обязан выпить чай, когда мы приходим в гости друг к дружке, особенно к людям старшего поколения, то не выпив чаю, выходить оттуда мы не должны. Если нас приглашают сесть за стол, мы обязательно должны это сделать. Поэтому здесь нужно будет сказать «це ух йоста». Чуть позже мы определимся по отношению к тому, кто это должен сделать и как это должен сделать. На следующем занятии мы обязательно это разберем. То же самое, например, со словом «ödemik итх керекте» или «ödemik итх йоста» или «ödemik итх зевте». Или же, например, «хурдын» — это быстро. «Хурдын» здесь будет тоже у нас в паровозике главным этим словом. «Хурдын гюх йоста» — обязан быстро побежать.
Если хурдын это быстро, гюхы это бежать, а йоста это обязан, то будет хурдын гюхы йоста. Обязан быстро кто-то побежать. Друзья мои, таким образом мы знаем более 50 слов калмыцкого языка, умеем составлять из них разные конструкции, а кроме того знаем еще и один падеж, совместный падеж, который говорит, обозначает что-то или кто-то с чем-то или с кем-то. И таким образом сегодня мы заканчиваем наш урок. Сен бетн — это прощание на калмыцком языке. Сен значит хорошо. Сен значит хорошо, а бетн значит будьте или бывайте. О том, каким образом складывается вот эта конструкция, мы займемся и разберем на следующем нашем уроке. И таким образом вы будете знать уже очень много чего из калмыцкого языка. Всего хорошего. Еще раз, сен бетн. Ждите нашего следующего урока.